И вот самая интересная сенсация, да, которую я хочу сказать, хотя все было сенсацией. 3200 лет тому назад появилась наша уникальность, кыргызская. В чем она заключается? Жил один предок 3200 лет назад, который дал целую династию царей. То есть, когда раскопали курганы скифской, ранней скифской эпохи, Дастан Александрович хорошо знает, да? Ранняя скифская эпоха — это почти 9, 8, 7 век до нашей эры. Вот в Казахстане есть курганы диаметром 120 метров. Я не знаю, сколько КАМАЗов надо вывести там, 100 КАМАЗов, чтобы просто вот эту курган только убрать. А там на основании есть деревянные срубы, да. Там захоронены жертвенные животные, вещи и так далее. Я не знаю, сколько тысяч человек должны были это мероприятие проводить, да. Вот казахстанские ученые, они молодцы, особенно музейные. Они все это восстановили, археологи, в музеях поставили. Потом европейские ученые пришли, взяли их кости и сделали палеогенетику. И мы видим, что все эти цари, которые там захоронены, 3200 лет тому назад, 3000, потом в эпоху скифов, ранних скифов, поздних скифов, в эпоху хуннов, в эпоху усуней, в эпоху гуннов. И все они были кем? Родственниками. То есть меняемость. Потомки одного предка. Да. То есть они составляли аристократию. И потом от них осталось от этих царей, от этого, ну, одна ветка, которую составляют сегодня кыргызы, алтайцы и некоторые племена. И мы сегодня являемся, знаете, вот Бог так благословил, что Он одну пару веток оставил. А где потомки тех, которые там захоронены? Нет. И вот так мы сегодня продолжаем вот эту скифскую традицию. У нас в традициях во всем это вот царские традиции. И во времена, допустим, самое позднее захоронение, это вот относится к Каракаба. Это местность в Казахстане, да, ближе к Алтаю. Называется Каракаба. Вот там нашли захоронение воинов, относящихся к 8 веку, примерно 6-8 веку нашей эры. То есть это эпоха, ну скажем, восточно-тюркского каганата, да? И вот там это наши самые, по палеогенетике, это наши самые близкие родственники по палеогенетике. И что интересно, вот Дастан Александрович всегда говорит, вот музыкальный инструмент, если вы Курмангазы был бы, наверное, ему следует пойти тоже в Восточном Казахстане, исследовать музыкальные инструменты, которые нашли в этих захоронениях. И самое главное, печать кыргызов в этих захоронениях, знаете что? Это кони. То есть кыргызы уже 4000 лет тому назад, когда хоронили с конем, и вплоть до тюркской эпохи хоронили своих воинов с конем. Это вот печать. Там, где есть конь, это точно кыргыз. Понимаете, да? И вот эта династия, сегодня эту династию, которая появилась 3200 лет тому назад,
мы продолжаем, мы берем вот те знания, которые, вот традиционные знания, которые у нас есть, это царские знания. Почему нету захоронений, где вот этих, почему там обнаруживает Эр-1А? Так потому что только аристократы хоронили таким образом. А с фараонами сравнивают? Конечно, идет же. Сказано же. Гафлогруппа фараонов и вот Ну смотрите, что касается гаплогруппы фараонов, в чем параллель с Алтаем? Вот на Алтае тоже есть гаплогруппа Р1Б. У кыргызов тоже, в составе кыргызов есть племена, которые относятся к этой гаплогруппе Р1Б. И большинство фараонов, которые определенной эпохи, они вышли из этой гаплогруппы. То есть они имели центральноазиатское, то есть алтайское происхождение. Это действительно находит подтверждение. Но я говорю немножко лучше по кыргызам. Чисто по основной. А с китайскими императорами? Вот как раз таки Сказано, что есть. Чойнагай очень правильно подметил. Вот в этой книге я тоже писал о том, что первые китайские императоры были потомками скифов, то есть скифских царей. Но понимаете, только цари и их потомки могли создавать племя. Это же иерархическая структура, это управление обществом. Только они могли создавать государство, управлять, воевать. Но наши предки самые первые, кто обучил лошадей. Наши предки самые первые, кто начал обрабатывать бронзу, потом железо, потом колесо придумали. И только наши предки были настолько мобильны, что они могли мигрировать. То есть за очень короткое время они всю Евразийскую степь, всю Сибирь, они что сделали? Завоевали. Если у тебя в руках железо, ты что можешь сделать? Пошли, завоевали Китай, создали там государство. И вот ихние потомки стали, управлять, да. Если бы не кыргызы, Китая как такового не было. А от Байкальского того первого Р1А никого не осталось? От того первого Р1А, который был на Байкале, никого не осталось? Но вы знаете, в те времена люди, 22 тысячи лет назад, люди не увеличивались так сильно. Люди начали увеличиваться только примерно 10 тысяч лет тому назад. А его нету потомков и того, который на Байкале? Мы же его потомки же.